Теперь, конечно, следствию предстоит выяснить подробности ДТП с участием машины скорой помощи, в результате которой погибли 37-летняя женщина и ребенок. Девочке было всего 3 года. Удар был такой силы, что после столкновения кареты скорой помощи с легковым авто оба автомобиля отлетели в стороны и задели еще 2 машины. ДТП произошло близ Токмака на дороге с круговым движением. Еще одно страшное ДТП, которое унесло жизни еще 2 людей, произошло на 129-м километре автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт в Бомском ущелье. Примерно в 8 часов вечера водитель автомашины Mazda 626, направляясь в столицу, из-за сильного гололеда не справился с управлением и врезался в бетонный блок. В результате на месте погибли 25-26-летние граждане. Сообщается, что они были пассажирами. Перевал Туашу, минус 7 градусов, спуск. Скользко, застревают все. Много ДТП и километровая пробка. Между тем, автолюбители в социальной сети делятся видео с горных перевалов страны. Из-за метели, кроме моргающих стопов автомобилей, почти что ничего не видно. Водителям пришлось стоять в пробке около 2 часов. Некоторые водители, чтобы предостеречь других автолюбителей, записали видеообращение. Советуют гражданам воздержаться от поездок через перевалы. Также особо отметили, что из-за гололедицы и плохой видимости очень много ДТП. Ну а в ГУБДД рассказали, что накануне по стране было зафиксировано 25 автоаварий. Из-за обильного снега и гололеда на перевалы Туашу, Алабель, Кокбель, Утмёк, Чапчима, а также на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт были закреплены спецтехникой десятки рабочих, которые, по информации Минтранса, должны подсыпать дороги инертными материалами. Ведомство также просит автолюбителей держать дистанцию между машинами в 500 метров и иметь в машине цепи противоскольжения. В данный момент для очистки и уширения проезжей части на вышеупомянутых перевальных участках была задействована вся необходимая техника. Идет подсыпка инертных материалов для обеспечения безопасного проезда транспортных средств через перевальные участки Туашу и Алабель. Призываем водителей иметь при себе цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу в случае затора. Напомню, что МЧС заранее заявляла, что в минувшие выходные погода будет нестабильной, но многие автолюбители выехали в дальнюю дорогу на летних резинах, тем самым создали неудобства себе и другим участникам дорожного движения. По информации министерства, сегодня также сошли лавины сразу на 5 участках автодороги Бишкек-Ош. На месте, как сообщается, работает спецтехника. Рабочие вручную расчищают обочины дорог от снега. Автомобили могут проехать только по одной стороне дороги. КПП «Сосновка» со вчерашнего вечера закрыт для проезда. Также сотрудники дорожной безопасности останавливают все большие грузы, которые направляются из Токтогульского района в Бишкек. Кубатхон Шпекулу, Турганьязов, НТС.